Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, кто ищет встречи с вами, кто мечтает поговорить, позвать на свидание, ну и со всеми вытекающими. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, кто ищет встречи со мной, кто хочет свидания, кто хочет отношений, романтики. И давайте посмотрим, что нам покажут, расскажут высшие силы, какие подробности об этом человеке. Возможно, покажут его имя, возможно, вы узнаете этого человека. Так, я думаю, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вы знаете, здесь не один человек вышел. Смотрите, один из тех, кто ищет с вами встречи, буквально вот в течение суток, да, будет вам либо писать, либо звоночек от этого человека поступит. Однозначно вы его знаете, и человек такой, знаете, пришел, ушел, то он там весь горит общаться, встречаться, то его, извините, полгода нету, да, пропадает, и причем с концами. Вот как пропадает, так и появляется. Такой перекати поле, туда-сюда, туда-сюда. Ходок, да, ходок человек. Очередное будет проявление от этого человека. В этот раз он будет говорить, что нет, все, это что, я все понял, только ты мне нужна, теперь вот хочу семью, хочу то, пятое, десятое. То есть человек будет вот прям из кожи вон выпрыгивать, чтобы вас уговорить в очередной раз. Что случилось? Ну, попал в сложное положение, оказался никому не нужным. Ну, у него так всегда происходит, да, когда у него проблемы в жизни, он всегда почему-то вспоминает о вас. Такая добрая, любящая, заботливая, ну, прям мать Тереза. Да? Возможно, кстати, он вас так и называет. Вот, в очередной раз он придет к вам за помощью, за нежностью, ну и, понимаете, да, за поддержкой. Как поступать, я думаю, что вы сами знаете, тут подсказывать вам, я вижу, не надо. Куда послать, вы уже сами себе придумали. Ну, в этот раз ему, конечно же, обломится. Вы развиваетесь, вы становитесь смелее, вы перестаете чего-то стесняться, бояться. Вот ваш дух, он крепчает. Вот в этот раз этому человеку крайне не поздоровится, когда он, ну, даже вот напишет, позвонит, да, вы сразу его пошлете и правильно сделаете. Так, мои хорошие, здесь вот еще какая-то женщина все время думает о вас, но она хотела бы вас куда-то не к себе позвать, либо к себе, но не, как правильно сказать, да, у нее какая-то цель на вас, какая-то идея, какие-то мысли. У кого-то отыграется, что женщина хотела бы с кем-то познакомить. Вот у нее как кто-то на примете, возможно, есть. То есть желание как выступить свахой, да, сводницей, прям переживает за вас, переживает за вашу жизнь, за вашу судьбу. Здесь, смотрите, у кого-то отыграется, что будут знакомить с потенциальным женихом, а у других отыграется, что с какими-то хорошими людьми, вот, которые могут вам помочь, либо что-то для вас сделать. Вот она думает, вот как бы технически это все провернуть. Ну, не знаю, какие-то у нее там еще свои мысли, может быть, там что-то где-то не стыкуется, сложно как-то все это организовать. И вот она
возможно, там в ближайшие несколько дней будет к вам приходить вот с предложениями, либо завуалированными, если мы говорим о женихах, либо с предложениями кому-то куда-то там съездить, поехать, встретиться. Но это уже если мы говорим о какой-то выгоде, пользе для вашего дела, для вашей ситуации. То есть она об этом постоянно думает, может быть, она вам обещала, да, с кем-то важным вас по делам, там, по вашей ситуации свести. Вот она помнит, она думает, она над этим работает. Хорошая женщина, к вам, кстати, очень хорошо относится, вас очень любит. Может быть, кстати, это ваша мама, а может быть, это родственница, подруга, не знаю, соседка. Хорошая женщина. Так, мои хорошие, идем дальше. Здесь, смотрите, человек, инициалы, либо фамилия, либо имя на букву О. Вот именно конкретно О выходит. Человек, где-то он вас постоянно наблюдает. Может быть, вы работаете вместе, может быть, вы с ним одним и тем же маршрутом ходите. Может быть, по каким-то деловым вопросам вы с ним встречались, общались. Какое-то неизгладимое впечатление вы произвели на этого человека. Интерес очень серьезный у этого человека. Прям, ну вот желание, знаете, вот узнать вас, поговорить с вами. Вот знакомство. Это не про интимную часть, а вот именно про знакомство. Ну, в общем, человек от вас под впечатлением. Вы его поразили. Вот. И он сейчас об этом думает, как мне к ней подойти, как вот ей предложить. Кстати, очень скромный человек. И одевается он скромно. И вообще так живет он, знаете, тоже скромно. Хотя у него средства есть, возможности у него есть. Скорее ему... Ну, некогда, да, и особого желания. Для кого, да, для кого мне тут наряжаться, для кого мне тут жить на широкую ногу. Вот. И еще по поводу этого человека хочу сказать, что он как-то очень деликатно относится к людям, особенно к женщинам. И ему вообще сложно. Вот сложно было как-то организовать личную жизнь. Возможно, он никогда не был в браке, либо был в браке там прям в юности, да, и все это как-то очень быстро закончилось. Ну, какая-то, знаете, глупость, ошибка, желание, да, интимной близости привело к тому, что люди заключили брак. То есть как бы такое тоже бывает. Вот он в плане отношений какой-то совершенно, ну вот, неопытный, нет у него опыта, и он не знает, как правильно там познакомиться с женщиной, как там пригласить на свидание, он этого боится. Ну, вы этого человека, вы его просто не заметили. То есть как бы, ну, очередное лицо там мелькнуло, да. Либо он вообще перемелькался, вы его постоянно там на работе видите, даже подумать не можете, что он о вас думает и мечтает. Вот, что вы ему очень симпатичны. Он как прям партизан какой-то. Вот, так что, девочки, думает. И смотрите, что я скажу. Я не вижу, чтобы он в ближайшее время как-то осмелился открыть свои чувства, эмоции вам, да, то есть подойти там, сблизиться. Но вас тут еще раз с этим человеком как-то столкнут, судьба столкнет. Либо какое-то мероприятие будет, ну, если вы работаете вместе, и он как-то, знаете, прям близко-близко к вам будет подходить, и тогда уже у вас будет шанс, ну, как бы с ним заговорить. Либо еще раз в ближайшее время вы будете к нему по какому-то вопросу, например, обращаться. То есть еще какой-то разговор. И вы сможете уловить, что вы ему интересны. То есть какое-то поведение. Вы увидите, как он теряется в вашем присутствии. И если вы хотите, если вам этот мужчина визуально нравится, ну, тогда будьте посмелее, да, побольше улыбайтесь. Да просто скажите ему, что я люблю капучино и очень хочется капучино. Вот дайте ему повод зацепиться, чтобы пригласить вас на ту же чашечку капучино. Либо там американо, что вы любите. Чай зеленый, да. Вот. Здесь как бы мужчина очень приличный, очень. Да, скромный, да, неуверенный в себе, но очень приличный. И плюс он еще и обеспеченный идет. Вот, пусть вас не смущает, что он выглядит простенько, но правда, вот ему не перед кем, не для кого тратиться, там, да, марафет наводить. Хороший человек. Так.
Вот у кого-то точечно отыграется, что мужчина, с кем вы разругались, причем так конкретно поссорились, возможно, уже какое-то время не виделись. Он еще злой на вас, и вы, может быть, на него злая, но ему так хочется вас увидеть. Вот прям соскучился, вот хоть волком вой. Возможно, какая-то даже будет за вами тайная слежка, будет там ходить вокруг вашего дома, либо подслеживать в социальных сетях, да, смотря на каком расстоянии вы находитесь. Но вы его увидите, вы его вычислите, будет очень смешно, но мужчина может даже и сконфузиться. Что-то такое, знаете, придумать там глупое, да, и еще как-то себя повести даже, может быть, некрасиво. Так, мои дорогие, и еще, смотрите, кого-то разыскивает, либо думает о вас какой-то человек как служащий. Может быть, это курьер, может быть, это служащий банка. Вот этому человеку что-то от вас нужно. Либо вручить вам повестку, письмо, либо какой-то документ, чтобы вы принесли, предоставили. Я не знаю, почему показали этого человека, но видно, очень переживает. И вот действительно в этот момент, когда мы делаем отсыпку, особо задумался о вас и о том, что нужно с вами встретиться, да, как-то вас найти, как-то с вами связаться. Так что у вас еще и на пороге какой-то служащий, либо курьер. Вот, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.